Сегодня в центре Ижевска, на улице Коммунаров, напротив Дома радио, установлен памятник Тракаю Борисову. Не каждый день в Ижевске появляются новые памятники, поэтому есть смысл ответить на вопросы, кем был этот человек, как он отмечен историей и почему его память увековечена в камне. Об этом сегодня в программе «Тема недели». Трофим Кузьмич Борисов родился в 1891 году в деревне Кизеково Алнашского района. В те времена удмурты не получали высшего образования, но об умном мальчике узнал сарапульский купец Стахеев. Он установил ему стипендию и направил учиться в Казань. Борисов за 2 года закончил 4-летнее техническое училище. Затем продолжил обучение в Санкт-Петербургском университете на историко-филологическом факультете. Поступить в высшее учебное заведение было непросто. Из 112 подавших заявления приняли по конкурсу всего 13 человек. Среди них был Трофим Борисов. Позже он переходит учиться на медицинский факультет Казанского университета и в конечном итоге становится врачом. В 1916 году он мобилизован на Минский фронт, служит врачом госпиталя санитарного поезда. Тогда же становится большевиком. В 1918 году он возвращается в Удмуртию, и его избирают председателем исполкома Елабужского уездного совета. Под руководством Борисова вышел первый номер удмуртской газеты «Гудури», что означает «гром». В том же году он провел в Сарапуле первый всеудмуртский съезд рабочих. Затем собрал первый всероссийский съезд коммунистов-удмуртов, где поднимал вопрос о создании удмуртской автономии. Большинство партийных и советских работников были против таких перемен, однако 4 ноября 1920 года Ленин и Калинин подписали декрет о создании Водской автономной области. Благодаря этому Тракай Борисов вошел в историю как отец удмуртской государственности. Удмуртская интеллигенция выступила инициатором установки в Ижевске памятника Тракая Борисову. Хотя событие это неоднозначно. Далеко не все страницы его биографии открыты. Он, по утверждению некоторых источников, не был образцом нравственности. Другие считают, что средства, пущенные на установку скульптуры, и немалые средства, 3,5 миллиона рублей, могли бы пойти на более актуальные культурные мероприятия. Для разговора на эту тему я пригласила в нашу студию историка-публициста, члена Союза писателей России, автора книг об истории Удмуртии и, в частности, о деятельности Тракая Борисова Николая Кузнецова. Здравствуйте, Николай Спиридонович. И руководителя промо-группы «Юмшан-57», культрегера, блогера, а если попробовать представить себя, Павел, русскими словами, то режиссера и заслуженного работника культуры Удмуртской республики Павла Поздеева. Здравствуйте, Павел. Николай Спиридонович, почему памятник Тракаю Борисову важен для вас? Я думаю, что поскольку Трофим Кузьмич Борисов один из самых видных деятелей вообще удмуртского народа, это государственный, один из первых государственников, общественный деятель, политический деятель. И если так о нем рассказывать, можно говорить десятками минут, в чем он был первый. Он первые съезды удмуртов собирал, первый съезд удмуртской молодежи, первый съезд удмуртских женщин. И, кстати, его на 3-м съезде удмурты избрали комиссаром Удмуртской республики. То есть это первый должен был быть руководитель исполнительной власти нашей республики. Но так получилось, он узнал, будучи в Москве, что есть такой Удмурт Наговицын, профессиональный революционер, он уступил это место, первым лицом он предложил назвать и утвердить Наговицына. Настолько он был всесторонне развит, образован, европейский, нет, я могу доказать на любом уровне. Мы поговорим еще сегодня об этом. Павел, как ты относишься к установке памятнику Тракая Борисова в Ижевске? С 2 позиций. Я полностью поддерживаю значимость этой фигуры. И, конечно, да, с одной стороны, так и должно быть. То есть персоны такого уровня должны быть зафиксированы в истории. Не только в книжных страницах, но и при помощи каких-то других социально-культурных мероприятий и объектов, как тот памятник. Но мне кажется, что сегодня, в октябре 2012 года, есть более насущные проблемы, чем трата средств. Наверное, это кощунственно звучит, то, что я все перевожу в уровень такой вот практичный, в уровень денежный по отношению к Тракаю. Но, тем не менее, сегодня, мне кажется, есть масса других позиций, которые можно было бы отработать, которые бы способствовали развитию удмуртской культуры. Вот. И в то же время, еще с другой стороны, мне кажется, что сегодня есть и ряд других технологий, которые бы могли увековечить имя Тракая, но эти технологии, они позволили бы это сделать менее затратно.
начиная с того, что менее затратны это такие технологии, как придание улицы Тракаю, да? Например, какую-то школу, где активно используется удмуртский компонент в образовательном процессе, также назвать школу именем Тракая. Может быть, в университете есть какие-то... В любом случае мы говорим о том, чтобы имя Тракая жило среди молодежи, жило на будущее. Вот именно что это пример для подражания именно для кого? Конечно, для молодежи, для только-только формирующихся личностей. Вот. Ну и можно было бы, конечно, те технологии, которые использовались для сбора средств на этот памятник, их действительно использовать, но уже для более, может быть, для более масштабных вещей. Но эти вещи, они были бы не просто фиксаторами памяти, а именно работали бы на будущее. Например, у нас в Ижевске до сих пор нет центра удмуртской культуры. И мне кажется, имя Тракая, оно как раз достойно того, чтобы у нас в Ижевске появился центр удмуртской культуры его имени. Но... Вы были сегодня на открытии, там было много молодых лиц? Да, достаточно много и студенчества, и из каких-то профессиональных училищ. Я видел эту молодежь, но я общался с теми представителями интеллигенции, которые пришли на эту встречу. Я самое главное сказал, вообще-то это общемировая, общеевропейская практика установка памятников выдающимся личностям. Это было, это будет. Вопрос затратности, то, что говорил мой сосед, но он при таких обстоятельствах даже не ставится, потому что это личность, которая олицетворяет удмуртский народ. Это удмуртский народ сумел выдать, как бы вырастить такого сына, который и европейского уровня, образованности. И как он закончил свою жизнь? К сожалению, мы должны вспомнить нынче же 75-летие страшных событий 1937 года. Как раз вот эти времена мы сейчас и вспоминаем. Правда, его не расстреляли в 1937 году, как Кузибая Герда. Он был сослан в лагеря, и его жизнь трагически оборвалась. То есть он умер 4 июня 1943 года, будучи в одном из лагерей в Казахстане, Чимкент. Павел, есть ли, на твой взгляд, равная Тракаю фигуры в современной общественной жизни? Ну, удмуртский мир, он сегодня достаточно разнообразен, и он развивается в разных сферах. Ну и в каждой сфере есть первые. Я не буду называть по именам, как бы о современниках мы пока не будем, наверное, говорить в этом контексте. Но я думаю, что есть люди, которые вносят значительный вклад в то дело, в общем-то, начинателем которого был Тракай. Насколько это был одаренный человек? Одаренность его доказана всеми его делами, и мы знаем, он знал порядка 7 языков. То есть он был и журналист, он один из создателей писательской организации. И сборник стихов, первый сборник стихов удмуртских поэтов, он был. Он сам стихи писал. Поэтому всесторонняя развитость его просто... она достойна подражания. Я вот на сегодняшний день его самоотверженную работу ради своего народа вообще не вижу никого близко даже из нашей современной интеллигенции. Конечно, уже теперь уровень интеллектуальной, так сказать, высоты, он разный, и есть у нас доктора наук, их много, но вот такой личности, который был у истоков, и который и на сегодняшний день тоже является образцом, таких личностей даже нет. Николай Спиридонович, когда я готовила эту программу, я от некоторых людей слышала о том, что это был человек невысокой нравственности. Судить время то, когда работал Трофим Кузьмич Борисов, и это, когда была грызня между партийными деятелями Ижевска и остальной частью партноменклатуры, это и столько было провокаций, столько было и шантажа, и угроз. И те документы, которые появились, которые как-то стали известны, то, что вы сказали, возможно то, возможно это было действительно возможно. Вот. И ведь он вынужден был уехать тайком, когда его хотели уже арестовать, его обвинили в буржуазном национализме. И во всех грехах объявили, это был человек, один из первых лиц в Удмуртской республике того времени, да, но и вот когда эта грязня пошла между партийными деятелями разного ранга, разного уровня, и его настойчивое требование выполнять постановление ЦК ВКПБ по национальному вопросу, все было воспринято
буржуазным национализмом, и человек этот страшно мешал тем, кто хотел продвинуться по служебной лестнице, кто строил карьеру. Он мешал, страшно. Его должны были убрать. Нет никаких таких документов, и то, что вокруг темы какой-то женщины и вокруг имени Борисовой, это все тоже была провокация, ничем это не доказано. И любой факт, который можно было против него использовать, он был использован. Я читал материалы следствия, ничего подобного там нет. Павел, насколько актуальна, на ваш взгляд, установка памятника в Ижевск именно Тракаю-Борисову? Сейчас мне, как организатору проудмуртских, удмуртских мероприятий, важно, чтобы и инициаторы установки этого памятника, и просто люди, заинтересованные в удмуртском мире, понимали, что этот памятник должен как-то жить дальше. Да, это правильно. Какие надежды с ним связывает? Я связываю надежду с тем, что это как минимум станет таким хорошим местом для свиданий, для удмуртских влюбленных. Где встречаемся? У памятника Тракаю. Ну почему же для удмуртских? Для всех ижевчан, быть может. Памятуя о том, что памятник установлен на таком достаточно культовом месте, болото, да, связанное с ижевской субкультурой, рок-субкультурой, то, возможно, нам это место удастся также культивировать именно с точки зрения каких-то концертов, поэтических вечеров. Ребят, которые занимаются и рок-музыкой, используя удмуртский язык и так далее. То есть сегодня зарождается определенная молодежная субкультура в удмуртском мире, и мы постараемся сделать так, чтобы это место стало таким культовым. Пока исторически так сложилось, что сквер на улице Коммунара в центре Ижевска называется «Болотом», определяющее название. Изменит ли новый памятник городское пространство? Полюбят ли его горожане? Это будет понятно совсем скоро. До свидания.